Салям алейкум, вы на канале Джанлы. Мы работаем в прямом эфире, меня зовут Наджия Фими. В этом году увидела свет изданная в виде книги «Социологическое исследование. Крымские татары в условиях трансформации политического пространства». Авторами этого исследования являются политологи Эльмира Муратова, Алимия Абселямова и Ленора Дюльбер. Что вошло в эту книгу? На протяжении нескольких лет, с 2017 по 2019 годы, авторы проводили несколько волн исследований и провели большое количество таких глубинных интервью с крымскими татарами различных возрастов, различных социальных групп, представителями различных мнений и убеждений. И результаты этих исследований, этих интервью можно почитать вот в этой книге. И хочу сказать, что, по моему мнению, это книга года. Я могу без лишней скромности сказать, что я считаю, что именно это исследование, оно настолько легко написано, что читается буквально на одном дыхании. И для меня очень важно, что, по сути, это первый за много лет такой взгляд на самих себя. И для меня очень ценно, что это исследование проводит не кто-то, да, как обычно происходит извне, а что это исследование проводят сами крымские татары. Поэтому, вот когда я читала, для меня было, знаете, очень много неожиданностей. Иногда ответы разительно отличались от моих каких-то убеждений и представлений. Иногда просто хотелось узнать, кто отвечал на вот этот вопрос, потому что точки зрения совпадали полностью. Я хочу сегодня пообщаться с вами на эту тему, на тему этого исследования. Надеюсь, что наша аудитория будет активной. Мы ждем ваши вопросы в комментариях, и у нас сегодня уникальная возможность отвечать на ваши вопросы в прямом эфире, поэтому не пропустите эту возможность, присоединяйтесь. Вот давайте поговорим о самом исследовании. Как у вас возникла идея его проведения? Когда это произошло? Давайте я начну. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за высокую оценку нашей работы, потому что для нас она действительно очень важная. Мы долго к ней шли, мы долго обсуждали, как мы это будем делать и вообще, что мы будем делать. В одном из своих интервью Алимия Ханум, моя коллега, уже говорила о том, что мы часто собирались после 2014 года. Так получилось, что мы очень сильно сблизились, стали такими единомышленниками. И мы часто обсуждали те изменения, которые мы наблюдали в крымско-татарском сообществе в том числе. Мы видели, как много меняется, как меняются отношения внутри разных групп, как меняются отношения, например, крымских татар с властью, коммуникация и так далее. И вот в какой-то момент мы поняли, что эти изменения так быстро протекают, что мы даже не совсем успеваем их фиксировать. И вот возникла идея, что если мы сейчас не начнем это делать, то мы можем упустить что-то очень важное, что с нами происходило, и потом просто забудется. И вот в какой-то момент мы поняли, что надо вот что-то делать, и мы собрались, обсудили методику и приступили вот к исследованию. И провели. Вы все представители научного мира, то есть у вас были определенные представления о том, как это нужно делать, как это будет правильно? Или вы какие-то ноу-хау использовали при проведении? Ну, здесь скорее вопрос такой методологии, да, то есть, в принципе, набор-то он статичен, да, набор научных методов. Прелесть политологии заключается в том, что мы можем использовать и социологический инструментарий, и исторический, и где-то правовой, ну, собственно, политологический, да, то есть наши коллеги-социологи иногда ревностно относятся к этому нашему инструментальному многообразию, но, в принципе, то есть, по идее, то есть, вот он есть классический набор методов, и мы выбрали, учитывая те реалии, в которых мы находимся, мы обозначили вот как главный способ собрать данные — это количественные исследования, количественные методы, это фокус-группы. Вот. И, собственно говоря, фокус-группы мы проводили в 2017 году, и тогда мы подумали, что, исходя вот из той динамики тех процессов и тех мнений, которые вот возникали в нашем крымско-татарском обществе, мы решили респондентов делить на группы лояльные и нелояльные. Да? То есть те, кто принял либо изменения после 2014 года, либо адаптировался, адаптировался к этим изменениям, либо те, кто не принял. Да? То есть... А насколько люди вообще охотно шли вот на это исследование, отзывались?
Ну вот здесь как раз и интересный момент. Это тот вопрос, который изменил, собственно говоря, ход исследования в 2019 году. Почему? Потому что в 2017 году мы очень легко собирали по 2 группы в одном городе, а это 5 или 6 регионов, да, в которых мы проводили в 2017 году. Мы собирали 2 группы лояльных и нелояльных. Это люди не менее 10 человек, количество одной группы. В 2019 году мы уже зафиксировали тенденцию того, что люди с осторожностью это делают. Люди не хотят высказывать свое мнение по каким-то вопросам, даже пусть не самым острым, в присутствии других людей. Да? То есть вот эта вот проблема доверия, да, и ощущение тех рисков на фоне вот тех всех политических событий, оно вот четко и очень явно прослеживалось уже в 2019 году. Поэтому мы решили немножко поменять вот формат, и мы перешли на такие глубинные интервью. То есть в 2017 году люди охотнее в группах обсуждали какие-то, отвечали на вопросы, обсуждали болевые какие-то точки. Совершенно. А в 2019 году уже происходит такое, да, недоверие. Люди были готовы общаться тет-а-тет, высказывать какие-то, ну, практически все свое мнение по всем вопросам, но не в коллективе людей, да, то есть мы же не собирали близких по духу друзей, да, то есть мы собирали спектр разных мнений, мы собирали людей с разными позициями в одной группе, и поэтому вот здесь вот момент осторожности, он, конечно, вот в 2019 году он фонил, скажем так. Сколько человек было опрошено? Какие-то проводили вы какие-то подсчеты? Ну, в период интервью, вот в 2019 году где-то более 50 человек приблизительно, да, а в 2017 году это было больше, потому что это минимум одна группа 10 человек, и 2 группы в каждом городе, городов было 5. 120. Еще очень важно, на мой взгляд, что социология очень часто говорят о таком явлении, как спираль умолчания. То есть люди не всегда говорят то, что они думают. В нашем исследовании было ценным, на мой взгляд, то, что люди не умалчивали, что они думают. Они говорили очень искренне. Они говорили настолько искренне, и вот эта вот доля искренности, доля открытости, мне кажется, и дала максимально достоверные данные этого исследования. То есть, я оценила, что вы даже не меняли стилистику речи, вы оставляли так, как, то есть не редактировали так, мы как не люди редактировали, говорили, нет, да, нет. со всеми и вот, своими особенностями. Да, вот в это вот в степени этой ценность в открытости, в искренности, в желании сказать и, наверное, быть услышанным. А было ли вот у вас ощущение, что людям не хватало этой возможности высказаться? Очень было, особенно в 2017 году. И у нас вот были даже моменты, когда респонденты, то есть сначала приходили на фокус-группы, и как-то вот они очень так политкорректно себя вели, то есть они как-то сдержанно говорили, к концу группы они разговаривались, и когда они уже уходили, они прямо вот с каким-то выдохом говорили, ну вот хоть выговорился, да, у нас был даже один респондент, мы даже это оставили цитату в тексте, который сказал, вы знаете, как вот в клубе анонимных алкоголиков побывал, то есть он выговорился, он получил как бы возможность выпустить вот все то, что у него копилось, и, видимо, не было других мест, где он мог это сделать. Так мы поняли, что вот есть эта потребность как раз-таки в площадках для коммуникации. По поводу вот количества, о чем говорила Ленора Ханум, на самом деле это же качественное исследование. И тут не столько важно, сколько людей, сколько важно вот некий такой охват, знаете, разных категорий. Тут глубина важна, да, то есть людей может быть немного, но так как ты глубоко копаешь, то на поверхность выходят вот эти сами смыслы, за которыми мы и охотились, чтобы понять, как думают, как смотрят и так далее, и чтобы попробовать как-то трансполировать вот на социальные группы, которые покрылись этим. Ну вот мое ощущение такое вот, первое, думают очень по-разному, настолько неоднородно наше общество, то есть даже я сейчас не говорю про возрастные какие-то, да, там конфликт поколений, действительно очень идет большое внутри, ну мы еще поговорим по теме нашего коллективного такого мнения, разобщенности и так далее. Это, кстати, очень будет, я считаю, что интересная тема. Если у вас есть вопросы, вы можете писать их внизу в комментариях, и мы их обязательно озвучим. Знаете, когда вы проводили исследование, вы наверняка готовились к тому, что будет критика от коллег, да, из научного мира, от тех, кто будет читать эту книгу. Что вам прилетело уже в ответ? Ну, давайте, потому что мне прилетало больше всего вот специфики того, что как бы рецензиями занималась в большей степени я. Но мы давали почитать работу еще до ее выхода политологам, социологам. Нам было очень важно понять, как наши коллеги воспримут. Ну, реакция была в целом очень положительной. То есть было много вот позитивных отзывов, и коллеги говорили о том, что вы накопали действительно уникальный материал
даже один из наших рецензентов сказал о том, что ну, я лучше о крымских татарах за последние 10 лет ничего не читал. Одновременно, конечно же, там были и критические моменты, и были какие-то пожелания, но это вот часть вообще научного процесса, да? То есть без этого нельзя. То есть самая идеальная работа, какая только может быть и какую можно представить, она всегда находит критиков в любом случае. Да. То есть это вот момент такой совершенствования, который помогает нам всем просто расти вперед. То есть были пожелания расширить теоретический багаж, то есть включить ссылки, работы на работы неких теоретиков еще одних западных по идентичности. А были моменты, связанные, вот, в частности, социологи, о чем говорила Ленора Ханум. То есть от социологов было такое пожелание, и критический момент, связанный с тем, что то есть у вас исключительно качественная методология. То есть социологам хочется видеть вот эту общую температуру по палате, им хочется понимать пропорциональное какое-то распределение, но не об этом было наше исследование. Мы говорили, что в наших условиях, в тех, в которых сегодня находится крымско-татарский народ, мы не можем делать социологические опросы. Да. Мы можем только делать качественные исследования и рыть вот туда вглубь, создавая вот эти очень доверительные площадки, где люди будут говорить. Вот, на мой взгляд, нам это удалось. Одна из первых тем, по которой вы опрашивали, это была тема идентичности. То есть у меня такой вопрос, может быть, неожиданный. Всегда ли ваши респонденты понимали, о чем идет речь? Ну, мы же не, что называется, вопросов в лоб не было, да, то есть идентичность это набор неких признаков, и поэтому, когда мы говорили о, там, характеризуйте, да, там, ваши отношения в семье или что для вас важно и так далее, то очевидно, что ответ респондента, он сразу попадал в копилочку такой идентичности, да, в наш набор вот таких вот ответов, что называется. Вот. Когда респондент говорил о том, что появилась потребность громко и красиво в общественных местах говорить на родном языке, на крымско-татарском, то, безусловно, это сразу же попадало в копилочку идентичности. То есть здесь не было недопонимания, то есть, поскольку, собственно говоря, сам опросный формат, он представлял собой такой набор таких косвенных вопросов. Поэтому мы понимали, о чем мы спрашиваем, а респондент понимал, что он отвечает. То есть он вкладывал некий такой свой смысл и свое представление по поводу семьи, коммуникации там, с другими этносами и так далее, и так далее. Идентичность – это то, как человек сам себя ощущает, осознает в этом мире. И вот вы ввели такой термин «крымско-татарскость». Может быть, он существовал и до, но вот так вот ярко он был заявлен в книге «крымско-татарскость». Да? И как вы сами расшифровываете этот термин? Ну, этот термин был введен одним из наших респондентов, одним из думающих, рефлексирующих, очень таких глубоких наших респондентов. И нам всем эта категория очень понравилась, потому что за понятием крымско-татарскость стоит большой очень объем смыслов, символов, значимости. Крымско-татарскость – это прежде всего то, что ты крымский татарин, то, что ты являешься носителем этой идентичности. И маркером этой идентичности может служить большое количество показателей, наверное, большое количество явлений. И вот эта крымско-татарскость, как бы такой, знаете, исчерпывающая система идентичности, исчерпывающая знаковая система, за которой стоит сознание, язык, поведение, политическая активность, политическое место и включая даже рефлексию, то есть отношение к окружающему миру. Угу. Вот да, это на самом деле меня поразило. Я не встречала этот термин крымско-татарскость. Он действительно вот как вот такая оболочка, да, он в себя вобрал очень многое. И один из выводов, который вы делаете, это как раз-таки о том, что потребность в этнической идентичности у крымских татар, она очень важна, да, очень важно вот это вот мы, они, вот это вот как бы осознание своего места в этом мире. И это, оказывается, показатель удовлетворенности, формирования исторических оценок, политических, социальных предпочтений. Другой вывод, который вы делаете, это сохранение идентичности сегодня проблемный вопрос. Вот почему? Одним из маркеров и самых важных маркеров идентичности в нашей системе координат, в нашей повестке дня – это сохранение языка.
Вот это основной маркер, это то, что болит, это то, о чем говорят, это в принципе та проблема, тот, наверное, контекст, который очень важен для всех крымских татар. И указывая на очень быстрые темпы размывания языка, утраты языка, для части наших респондентов утрата языка является символом утраты идентичности. Это очень четко звучало в 2017 году, то есть такой вот кровоточащей раной, такой вот болевой, именно болевой точкой, таким вот воспаленным нервом утрата языка. В 2019 году это тоже звучало, но оно как-то так, может быть, не то чтобы скрылось, но как-то были приданы другие акценты. И для нас, для всех было удивительно, удивителен тот факт, что часть наших респондентов, их было несколько, но говорили, ну не будет языка, ну не можем мы его сохранить. То есть идет уже переосмысление. Возможно, переосмысление. Может, язык и не самое главное. Может, стоит сохранить что-то другое. Ну не сохраним язык, ну ладно, ну что с этим сделаешь? То есть вот эта вот переоценка значимости языка происходит. Даже не столько стремление к консервации, не столько агрессивное сохранение его, а сколько переоценка его значимости. То есть, я понимаю, что сейчас, например, наших зрителей, они будут возмущены, да, таким даже, это будет кощунство для части аудитории, относящейся к интеллигенции, да, народа, который владеет языком. Но вот, кстати, это тоже очень интересно. Ведь у нас есть пример наших, например, диаспор в Литве, в Польше, которые, сохранив религию, утратили язык. Да, и вот этот маркер идентичности, насколько он вообще важен по-вашему? То, что в обществе сейчас происходит переосмысление, это, поскольку что-то происходит с языком, это понятно, да, что идет переосмысление. И вот то, что за 2 года такой произошел уже, такой шаг был сделан, что сами эти мысли начали уже озвучиваться вслух, это тоже такой показатель, звоночек. И насколько вы вообще считаете, вот это важный маркер самоидентификации, язык? Язык, безусловно, маркер самоидентификации, маркер этничности в целом, потому что именно через язык передается и формируется этническое сознание, этническая повестка дня, этническая картина. То есть мы все-таки привыкли видеть в рамках языковой картины мира. Мы не мыслим, может быть, пока еще не мыслим, вне языкового пространства. То есть для нас сохранение языка очень важно, потому что крымские татары являются носителем такого, говоря научным языком, примордиального понимания этничности. То есть этничность существует в географических рамках, и ее показателем являются язык, культура, история и самосознание. Вот язык — это такой, своего рода такая таинственная печать, которая запечатает всю вот эту вот банку, сундук этничности. То есть это такой вот штамп, может быть, я не знаю, что, наверное, правильное слово, запечатывание этничности именно языком. Вот если нет языка, то это очень несистемно, это очень деструктивно возможно. Но язык, в нашем сознании язык важен, поэтому мы все говорим о том, что надо сохранять язык. А не тревожно ли это звоночек вообще? Во-первых, я хочу сказать, что это, вы знаете, это очень единичные такие были высказывания. То есть это не было никаким мейнстримом, это не было там, вот, знаете, в каждой группе или в каждом регионе. Это были вот несколько буквально человек вообще в рамках всего исследования, вот, и то говорили об этом как о неком допущении. То есть это не было, давайте мы там откажемся. Нет, они говорили, вот посмотрите, если вот сохранится нынешняя ситуация, наверное, вот вдруг так получится. Мы, конечно, не хотим, чтобы так получилось, но вот давайте, говорит, спрогнозируем, что будем делать тогда. А в целом, конечно, все респонденты держатся за язык и за религию, как за 2 вот таких важных маркера, которые нашу идентичность формируют. Но так и есть. Вы посмотрите, что формирует наши этнические границы. То есть чем мы отличаемся от представителей других этнических групп в Крыму? Это язык и это религия. Да? И вот если с религией... То есть наоборот, культурный код уже немножко размыт, да? Да, то есть получается, что в ислам могут прийти представители другой религии. То есть это маркер, который формирует наши границы, но он более такой подвижный, он более такой гибкий. Да. А язык — это все-таки более что-то такое основательное, да, которое делает нас крымскими татарами. И поэтому такое очень болезненное отношение именно к языку. То есть не будет языка, не будет нас как народа. Да? А по поводу литовских, польских татар, ведь они очень давно потеряли язык. То есть еще в 16
XIX веке они уже тогда не говорили, да? Они принципиально говорили вот на белорусском, там, на польском языках в разных как бы, периодах истории. То есть языка там нет уже очень давно, на самом деле, да? Столетия назад. Да. И тем не менее как бы группы сохранились, да. Но это же гораздо меньшие такие сообщества, они не так компактно живут, как крымские татары, да, и, то есть, и вообще характер этих общин, он отличается принципиально от крымских татар, то есть это были военные, служилые люди, понимаете, там по-другому вообще внутренняя социальная структура была выстроена, не вокруг, да, вот семейных каких-то вот этих вот вещей. Знаете, вот я замечала, что люди, которые изучают английский язык, они обычно сталкиваются с поощрением. Даже если твой уровень такой весьма so-so, да, очень средненький, тебе все скажут, твой английский прекрасный, ты прекрасный. Это люди, да, native speakers, те люди, для кого английский язык родной. У нас, ну вот как бы я сталкивалась, да, на своем опыте. У нас, вот я сталкивалась с другим, таким, что такая существует дискриминация легкая в отношении тех, кто не знает язык. Если ты не знаешь крымско-татарский язык, значит ты такой немножко недополноценный член крымско-татарского общества. То есть вот у нас это как бы немножко сопровождено каким-то негативным ореолом, да, таким, что вот не знать язык это стыдно, не знать язык это плохо, это же твой родной язык. И вот у меня вопрос. Насколько вообще, вот ваше мнение, наблюдение на этот счет, насколько, вот, может быть, эффективнее было бы говорить любому, кто хоть два слова говорит по-крымско-татарски? Машалла. Машалла, да. Аферим. Ну, такое вот сразу есть такое желание, да, перейти на крымско-татарский, чтобы вот сейчас в комментах нас не обвинили в чем-нибудь. Ну, вообще, мне мои судакские ощущения, я иногда верифицирую бахчисарайскими заметками. Я не сталкивалась, честно скажу, с такой проблематикой. Я не знаю, насколько она, вот, ну, скажем, такая вот мейнстримовая, да, то есть насколько она актуализирована. Но в любом случае, если такое есть, то это not good в любом случае. Нехорошо, да? Нет, это абсолютно. Почему? Потому что, ну, слушайте, мы еще не определились с нашим этнонимом, и это есть предметом дискуссии, да? Да, То есть то ли мы крымские татары, то ли мы харамлы, или вообще крымцы, да? Мы не определили, мы уже делились там на крымские татары, которые живут на Кубани, это не совсем крымские татары, да? Там крымские татары, которые остались в Средней Азии, это не совсем крымские татары. Про турецких я вообще молчу, да? То есть это вообще отдельная история. Я не думаю, что подобная тенденция, ну, станет таким себе катализатором или стимулом, или мотивацией для изучения родного языка. Я не думаю, что это вызовет позитивные какие-то эмоции, да, но в любом случае не вызовет позитивных эмоций. А вообще проблематика, ну, скажем, таких призывов к изучению, она вот как бы имеет две плоскости. Да. С одной стороны, это, ну, скажем так, вот все призывы у нас, они такого в формате требований, скажем так, да, то есть вы должны, вот, это ваша обязанность, это миссия вашего поколения и так далее, и так далее. Одна моя прекрасная психологиня, знакомая, близкий мне человек, она очень четко вообще поставила приоритеты в этом вопросе, и, кстати, она сделала это публично на Фейсбуке, да, написав, что призывы в формате требования вызывают чувство вины. И это не есть тот правильный мотив, это не есть тот позитивный стимул, да, который заставит вас или, ну, станет ускорителем или катализатором изучения родного языка. Да, то есть мы прекрасно понимаем, что нет условий для того, чтобы язык развивался вот в таких естественных условиях, но очевидно, что и требовать, да, вызывая вот такой вот вызывая это чувство вины, вызывая вот такой, да, давя на кнопку такой вот, ты что-то не доделал, ты должен, да, то есть, ну, любая, по большому счету, посыл так к поколению плюс-минус нашему, да, то есть это там, где, собственно говоря, пробелы есть, да, вот, поэтому, мне кажется, это не есть нормально, и поэтому здесь, наверное, нужно избегать таких резких формулировок, опять же, поощряя вот любые попытки. Почему? Потому что... Ну и потом я всегда сравниваю, что мы требуем и что мы делаем, да, то есть, что мы делаем для того, чтобы это было, ну, в таком здоровом, скажем так, формате, да, изучения родного языка.
мы очень любим самоорганизовываться, и вот я в этом вопросе наблюдаю тенденцию к тому, что у нас очень много сейчас появилось различных курсов изучения крымско-татарского языка. Да. И вот как только институты не работают, так сразу же появляется альтернатива. Да? То есть, поскольку это все коммерческие предложения, да, в изучении, то, соответственно, есть спрос. Есть такого волонтерского характера, да. Ну, большинство из них, то есть вот это внешкольные, вне вот такие вот какие-то образовательные учреждения, они предлагают. То есть спрос есть, тенденция есть, поэтому я думаю, что это как раз история про soft power, да, тот самый. И здесь вот нужно быть аккуратной вот с этой риторикой и вообще с оценкой знания либо незнания. Мы видим ваши вопросы в комментариях, обязательно зададим их во второй части. Продолжайте задавать им, озвучим все самые интересные. Так, и по поводу языка, вот, кстати, вы, Ленора Ханум, сделали акцент, что мои судакские наблюдения, насколько вообще ваши респонденты отличались по субэтнической принадлежности, то есть насколько, например, таты, если вы такую вещь отследили, да, различались в ответах от Ногаев и Ялы Бойлю, были ли такие моменты? Ну, наверное, этот вопрос мой. Почему? Потому что вот судакская часть, не потому что Ленора сидит рядом, а потому что она действительно, знаете, вот оно очень специфично. Вот наш регионализм, несмотря на то, что мы унифицировались, мы давно татланугаем, возможно. Вот. Наши субэтнические вещи, это, скорее всего, наверное, уже даже не в области социокультуры, а в таком вот, народного эпоса, может быть, вот, не знаю. Но мне кажется, здесь региональный фактор прозвучал очень четко в оценке свободы. Интересно. Вот, в аспекте автостереотипов, то есть представления народа о себе, свободолюбие чаще отмечали именно в Судакском регионе. Вот. И один раз его отметили в Симферопольском. То есть, когда мы задали вопрос, а кто мы, крымские татары? Вот. Сейчас как-то стало больно, как представитель Бахчисарайского региона. Именно мы свободолюбивый народ. Да. Это проходило такое вот, может, наверное, с маячком в региональном, вот, действительно, в Судакском регионе. То есть были такие, да? Но это не субэтнические, это региональные. Разница есть, да. То есть мы себя ощущаем целостно крымско-татарским народом, да, то есть здесь нет, то есть, да, это на уровне там шуток пошутить, особенно в нашей вот Троице это бывает очень часто, но это на уровне пошутить, то есть нет. То есть такой какой-то проблемой, которая бы была связана с субэтносами, вы не заметили? Нет, ее нет. Еще интересную вы мысль там в исследовании написали, которую хочу озвучить. Это такая, вот мы сейчас переходим к теме уже ассимиляции, да, и вот ваши респонденты, как правило, негативно оценивали то, что может произойти в результате ассимиляции. И там была такая мысль, что нужно развиваться, как можно победить ассимиляцию сегодня. Нужно развиваться как личность, чтобы состояться как народ. Мне это вот настолько понравилось, и я не знаю, кто это сформулировал, но вот это прекрасно, по-моему, вот такой вот сконцентрированная формулировка. Ну, здесь речь шла о том, и большая часть наших респондентов отвечала в контексте через личный успех, через показатели личного развития. Очень четко в исследовании 2019 года прозвучало понятие самореализации, саморазвития, самоидентичность. То есть мы стали мерить не только и не столько коллективными мерками, коллективной судьбой, коллективной памятью, ею тоже, но личный успех, личная значимость, личные достижения, они стали проецироваться в таком вот как фасеточном, может, мозаичном виде. То есть, собирая личные успехи представителей крымско-татарского народа, получается целым успех крымских татар. Но мы же гордимся теми, кто достигает каких-то успехов значимых во внешнем мире, да? Да. То есть мы не можем говорить о себе, наверное, как о народе, о таком коллективном успехе, потому что в разные времена маркеры успешности-то были разными. Вспомните, если мы вспомним период 50-х, 60-х годов, то успешность была: поступил туда, в какой-то вуз, да. Понятно, что для нас было закрыто целое направление для поступления. Гуманитарное знание было не для крымских татар.
Вот. А поступивший на технические специальности, достигших какого-либо успеха значимого, это было гордостью. Сейчас эти маркеры, наверное, не работают, но они не так работают, как раньше. Когда этого студента, учащегося в Москве или тогда в Ленинграде, отправляли всем родовым кланам. Собираем то чемоданчик, то пальто, то ботиночки и так далее. То есть собирая, это был представитель твоей, ну, извините, не совсем корректное слово скажу, да, твоей стаи. Он должен быть, вот в него вкладывалось все. Вот. Сейчас не так. Сейчас это немножко по-другому работает, и личностный успех, опять-таки, мы собираем его в коллективный успех. Так, а вот вообще по поводу ассимиляции, насколько сегодня эти риски у нас высоки? Например, вот после 2014 года было такое мнение, что из-за тех потрясений, да, которые пришлось пережить, что вот количество межнациональных браков ну, якобы уменьшилось. То есть это как бы было одно из предположений, ну, и которое я слышала в общении, ну, никак не проверялось. А что говорили респонденты ваши? Вот межнациональные браки, насколько вот, и вот эти вот процессы ассимиляции усилились или они, наоборот, затормозились? Ощущения, собственно говоря, у всех были разные. Кто-то говорил о том, что... Ну, кто-то вообще дифференцировал, да, период 2014 года, 2015 и 2016. То есть вот после всех этих знаковых событий, что называется, респонденты говорили о том, что по большому счету вот этот процесс немножко, скажем так, замер, да, то есть я имею в виду процесс межэтнических браков, да. Опять же, мы не можем говорить о каких-то там статистиках, о каких-то цифрах, да, но вот ощущения респондентов были таковыми, но уже в 2019 году, когда мы верифицировали эти данные и спрашивали, вот, ну, как ваше окружение реагирует на, и как ваше окружение вообще ведет себя вот в этой ситуации, да, наши респонденты говорили о том, что все вернулось на круги своя. Да, то есть вот такой эмоциональный, скажем так, надрыв прошел. В общем-то, люди разобрались, как в этих условиях жить, да, и вот, ну, и жизнь пошла неким таким своим чередом. Поэтому, что касается вот межэтнических браков, да, но в любом случае межэтнические браки, они рассматривались респондентами как угроза этнической идентичности, как фактор риска для и вообще физического выживания. Вот, то есть и у молодого поколения, и у представителей старшего поколения? Знаете, есть такая хорошая английская фраза на английском языке «nothing personal, just business». Да? Вот в крымско-татарском варианте она приобретает абсолютно другой смысл. Да? То есть молодежь говорила о том, что есть какой-то морально-этический набор, скажем так, представлений, да, вот о взаимоотношениях. И если эти представления совпадают с общающимся с тобой человеком, да, то, в принципе, дружба на уровне вот такой вот дружбы, да, или бизнеса, она возможна, коммуникация на уровне таком. Но как только речь заходит о личном, да, о браках и так далее, то здесь вот как раз тот самый вариант nothing personal, just business. Да. Вот. Это один момент, но здесь нужно сказать, что если в 2017 году наши респонденты достаточно четко и не категорично, но довольно конкретно говорили о том, что ну, никаких связей не может быть, да, с представителями других этнических групп. То есть это на уровне вот работы «здравствуйте» и «до свидания». То бишь радиус доверия был очень таким маленьким у крымских татар, то в 2019 году сформировался абсолютно конкретный набор признаков, по которым коммуникация стала возможной. И этот набор признаков помещался в такой вот политико-идеологический формат. То есть если наши, скажем так, убеждения вот в таком смысле схожи, то наша коммуникация возможна. Если, кроме того, если собеседник признает наше право на самоопределение и его реализацию в рамках конкретной территории, то, ну, здесь просто коммуникация. Садись, поговорим. Да, присаживайтесь. То есть приблизительно в таком роде. То есть вот эти вот основные вот... То есть меняется отношение. Да? То есть если в 2017 году все цитировали нашу известную поговорку про болта, то в 2019 году эти формулировки были очень-очень конкретны. Да? И очень-очень. Я полагаю, что это один из признаков, вот, ну, скажем так, осознания и рационализации того пространства, в котором ты находишься.
Следующий пункт, который хочу обсудить, это автохарактеристики, то есть то, как сами крымские татары, да, оценивают себя. И вот набор тех качеств, которые им присущи. Конечно, я отметила, что большинство людей думают о крымских татарах, о самих себе положительно. То есть, ну, это как бы типичная ситуация, да, или вот это какая-то наша особенность? Нет, что касается стереотипов и представления о себе, автостереотипах, то есть это правильно, это как здоровый организм, когда ты сам о себе думаешь все-таки хорошо. Да. Вот, ты понимаешь, ты отдаешь, ты здраво оцениваешь свои положительные стороны, оцениваешь, что кто ты есть. И если говорить о психическом здоровье, ну, в широком смысле, да, то все-таки самооценка должна быть высокой. Вот. И мы действительно наделяем сами себя целым рядом положительных качеств. Это прежде всего трудолюбие, это стойкость, это адаптивность, это умение выжить, это умение собраться, это умение что-то произвести, ну, я имею в виду что-то как продукт. Не обязательно там... Народ-созидатель. Да, народ-созидатель. То есть мы работоспособны, мы можем, мы стойкие, мы адаптивные, мы изменяющиеся, мы работоспособные, и мы время такое своего рода, время это то, что работает все-таки на наше представление о себе. И один из наших респондентов сказал, ну, говорит, народ, говорит, наш, говорит, кажется, мы такой маленький муравей в колпаке, который взводил на себя непосильную ношу. Да, это вот очень было да, интересно. это очень образная, очень корректная такая визуализация нашего народа. Мы действительно маленький вот в плане, наверное, пространства маленький, я даже не имею в виду, а в том, что наше культурное пространство наше действительно очень маленькое. Да. Вот. И если мы посмотрим по численности, нас тоже очень мало, но мы создаем ощущение того, что мы есть. Вот опять-таки, возвращаясь к Судакскому региону, да, нам всегда казалось, что в Судаке очень много крымских татар. Вот, то есть численно очень много, они присутствуют вот, вы везде. знаете, это же ощущение из Бахчисарая. То есть по статистике мне всегда казалось, что цифры занижены, потому что по ощущениям Мы больше, везде, визуально, по ощущениям. Да, то есть продуктивность очень высокая нашего Да. народа. Вот. А по численности, действительно, то есть мы, если коэффициент полезного действия от нашей численности будем как-то соразмерять, он действительно очень высок. Но тут образ муравья в колпаке, я тоже это отметила для себя, это очень, очень интересно. Семья. Вот как вы считаете, ну вообще сейчас многие говорят о том, что институт семьи у крымских татар, он переживает кризис. И тому доказательство это многочисленные разводы, да, которые вот стали, молодые семьи создаются и распадаются. И вот как по вашему мнению, есть ли у нас в обществе переосмысление роли семьи? Вот почувствовали ли вы из ответа ваших респондентов? Ну, вы знаете, крымские татары, они же не живут изолированно. Да? Да. Мы часть общекрымского социума и часть общих этих трендов, которые есть в этом обществе как таковые. Поэтому, конечно, мы отражаем все те тенденции, которые происходят. Вот в нашем исследовании, то есть все вот представления о семье, они могут поделены быть на две части. Есть такие идеальные представления о том, как бы нам хотелось, или как бы хорошо было бы, да, чтобы было для крымско-татарского народа, то есть как бы должна быть семья там большой, крепкой, многодетной. Вот, но при Чтобы этом много поколений жило под одной вместе, крышей. да, обязательно вместе, да. преемственность поколений, Да. чтобы традиции передавались. Но при этом вот этот момент критического осмысления тоже есть. То есть, да, они говорят о том, что вот так надо, чтобы идентичность сохранить, традиции передать, но при этом признают, что это не так на самом деле. Да? Куча проблем, которые существуют, они есть. Те же самые межэтнические браки, те же самые разводы и так далее. И на самом деле очень верно, мне кажется, и трезво люди понимают, что это происходит во многом под влиянием изменения ценностей. Да? То есть другие поколения, другие ценности, другие приоритеты. И это сказывается на качестве семьи. Одновременно ведь мы можем вот проследить некую такую тенденцию, связанную с тем, что вот тот социум, в котором мы живем, те условия, в которых мы живем после 2014 года, когда наши там многие институты этнические, они не работают, либо они не очень авторитетные, да? И вот такое вот как бы обращение к каким-то более мелким ячейкам, которые дают комфорт, которые дают некую защиту, где тебе безопасно, да? Вот это как раз-таки оказалась семья, куда ты можешь прийти, и где ты можешь расслабиться, и где ты можешь быть самим собой. Не играть какие-то роли, которые да, нуждают ты приходишь из среда. внешнего мира, ты приходишь в свой маленький мирок, где тебе хорошо. И вот были, да, у нас очень много таких
рассуждения респондентов о том, что они переоценили ценность семьи, что все вот то, что внешнее, оно такое, оно неустойчиво, оно нестабильное, да, оно вот сегодня есть, завтра нет. А семья — это очень важно, это то, что будет с тобой там на протяжении всей твоей жизни, это то, куда надо вкладывать время, ресурсы и так далее. Вот такое переосмысление есть, конечно, но при этом все понимают, что очень много проблем в этой сфере, и многие из них носят такой объективный характер. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, вы смотрите обсуждения, дискуссию онлайн, книги, исследования «Крымские татары в условиях трансформации политического пространства». Мы сейчас с авторами обсуждаем интереснейшие темы, связанные с нами, то есть мы сегодня анализируем взгляд, по сути мы сегодня говорим о самих себе, мне кажется, это всегда интересно поговорить о самих себе, О себе любимых. о себе любимых, да. И еще одна была тоже интересная тема, вот что для крымских татар сегодня успех. И вот Алиме Ханум сказала, что ранее успех это было вот хорошее образование, да, качественный вуз. Сейчас респонденты тоже, как я отметила, говорят о том, что это семья и образование. Но в то же время мне показалось, что это, знаете, вот как раз-таки та спираль молчания, да, когда люди говорят о том, что по их мнению от них хотят услышать, а не то, что на самом деле есть в реальности. То есть насколько сегодня вообще семья и образование – это успех? Да, потому что немножко в жизни мы видим, как успешными считаются обладатели там нескольких дорогих иномарок, трехэтажного дома. Немножко другие, по-моему, критерии. На самом деле, Наджия Ханум, вы абсолютно здесь правы. Вот если мы посмотрим и суммируем большинство комментариев, то есть мы спрашивали, что значит успех, что для вас, кто такой успешный крымский татарин. И большая часть ответов наших респондентов, она все-таки была такой очень материально окрашенной. То есть материальное благополучие для крымских татар стоит на одном из первых мест. То есть ты должен иметь стабильный доход, заработок, у тебя должен быть дом, да, и так далее. То есть вот это вот важная часть. Не часть. жилье, а именно дом. Ну, да? Дом, да, дом. То есть многие говорили действительно о доме, потому что, мне кажется, это есть вот как раз-таки следствие нашей репатриации, когда для всех эта проблема обретения собственного дома, жилья, вставания на ноги, она была очень важной. И поэтому вот это вот отголоски 90-х годов, они все еще говорят, то есть важно быть материально стабильным. То есть это вот часть успеха. А потом начинается уже такая вот вариативная часть. То есть это вот такой базис. А потом вариации. В зависимости от того, кто наши респонденты, какой у них бэкграунд, какой у них уровень образования, в какой сфере они находятся. Потом уже говорилось о том, что образование, и поэтому образ успешного человека – это такой человек умственного, интеллектуального труда. Да, если там какой-то у нас доцент, профессор, это для нас успех. Ну, это приятно. Для кого-то это были люди, которые отстаивают интересы народу. В политической сфере, например, те, которые там рупор, да, коллективных прав. То есть это тоже мерило успеха. Это тоже, да, образ успеха. Для кого-то, то есть это человек, который меценат. То есть тот не просто, который стоит стабильно на ногах, а который еще и что-то из этого жертвует, расходует на благо народа. Это очень хорошее да? То есть получается, есть некий вот такой базис материальный, а потом вот такой веер. И тут будут вот разные паллиативные вещи, то есть, которые будут не состыковываться. То есть, правильно сказать, у нас разные люди, абсолютно разные. Это была задача исследования, как можно более широко охватить вот в социальном, в образовательном, да, в каких-то вот идеологическом спектре, чтобы мы получили палитру мнений. И вот тут вот в понимании успеха эта палитра раскрылась, мне кажется, очень-очень так вот красками разными. Да. Знаете, один из респондентов ответил, вот я даже процитирую, да, «Я в этом году женился, мы с женой поднялись на гору, я показал весь Судак, Ленора Ханум, и сказал, хочу, чтобы мои дети жили здесь. Если они будут жить и развиваться здесь, то это успех». Насколько понятие представления об успехе у крымских татар связано с территорией? Эти судакские романтики наговорят, а ты потом разбирайся. Да, романтично. Вы знаете, Эльмира Ханум тут достаточно четко сказала, да, что является базисом, поскольку для крымских татар дом – это не только определенным образом сложенные кирпичи, да, дом – это территория полуострова, да, то есть мы его считаем неотъемлемой частью, такой вот хорошей большой компонентой нашей идентичности, поэтому здесь нельзя однозначно сказать, что вот если ты реализовался в пределах Крыма, значит ты успешен. Здесь нет однозначного ответа. То есть кто-то не видит возможности самореализоваться здесь, а значит быть успешным в той или иной сфере вот на территории полуострова. Поэтому однозначного ответа
здесь, наверное, не будет. Да? Здесь опять же будут какие-то вот как веер вариации и представления о том, что, собственно говоря, где возможен этот успех, да, и под каким, что называется, небом, да, вот, на территории какого региона. Да. То есть, поэтому я бы не привязывалась, потому что, мне кажется, это процесс. То есть мы еще вот в процессе какого-то вот осознания себя вот в этой быстро меняющейся какой-то реальности. Ну вот мы подошли к вопросу самореализации, да, и ну, все признают, что тут сложности, страхи, да, вот я имею в виду самореализация в Крыму. Целый ряд страхов коллективных, есть такая вот экономическая нестабильность, ну, это как бы общий мировой тренд, есть санкции в Крыму, да, есть какие-то новые реалии, новое законодательство. Но вот часть респондентов вместе с тем видит и позитивные сценарии для самореализации в Крыму. Вот как бы такие вот, это такой оптимизм, он на чем-то вообще базируется, ну, по вашему мнению? Мне кажется, что здесь, знаете, больше говорит, наверное, вот ощущение вот той динамики, которая вокруг нас, да, и необходимости в этой динамике как-то, да, в этом, опять же, повторяюсь, в этой меняющейся реальности застолбить, что называется, свое место, да, так колышками обозначить, да, наш участок ответственности, да. Вот, поэтому позитив, я бы тут, наверное, ставила позитив / рациональность, да, то есть поиск себя вот во всех этих возможных сценариях. Хотя одновременно люди говорят о том, что, ну, хватит плакать, давайте работать, да, давайте что-то созидать, давайте делать то, что принесет нам пользу вне зависимости от тех обстоятельств, которые вокруг нас, собственно говоря, происходят. Поэтому спектр мнений очень был большой, он очень был разный, и если мы говорим о каких-то вот таких, ну, скажем так, трагических наших страницах, да, то здесь мы должны понимать, что это часть нашей идентичности, да, то есть дата 1944, она вот есть часть скажем так, часть этой истории и частью, почему мы себя, собственно говоря, да, через нее мы осознаем, кто мы есть, что мы есть крымские татары. Да. Я даже слышала такое мнение, что вот эта болевая точка, она есть точкой нашей пассионарности, то есть благодаря этой боли мы ее сублимируем, вот это наша активность, да, вот мы поэтому такие активные, поэтому нас как бы везде заметно. То есть мы вот эту боль, которую мы как бы не проговорили, ее не признали, да, мы ее таким образом сублимируем. Вот такое слышала мнение, не знаю, насколько оно может быть справедливым или нет. Кстати, по поводу еще негатива. Все-таки вот некоторые респонденты в исследовании, они, может быть, робко, но высказывали предложение пересмотреть вот трагические даты, да, и, вернее, пересмотреть к ним отношения. То есть уже постепенно отходить от негатива, вот, отказаться от зацикленности в прошлом. Ну, это как вот даже по возрасту я посмотрела, это представители молодежи нашей, да, говорили. То есть что происходит? Мы устали от негатива? Вот, как думаете? Мне кажется, тут, ну, скажем так, чем дальше мы от этой даты отходим, тем меньше эмоциональной такой связи, да, то есть пока еще живы, собственно говоря, свидетели всего того, что происходило, и пока вот, ну, скажем так, события реанимируют те чувства, да, вот события, которые происходят сейчас и здесь, реанимируют эти чувства, наверное, это вот пока еще это будет живо, да, ну, а попытка, ну, скажем так, молодежи несколько иначе смотреть на вот в прошлое, да, это, ну, с одной стороны, наверное, это вот результат открытости, да, того глобального большого мира, в который мы, собственно говоря, погрузились, да. Но справедливости ради должна сказать, что до 2014 года, например, были такие даже дискуссии общественные по поводу того, что слова нашего гимна, они несут изначально негативную установку «Милет üçün ольмеге», то есть «Ольмеге керек», давайте жить, давайте радоваться, давайте наслаждаться жизнью, да, «бысқайттық». Вот как бы, ну, конечно, я не слышала сейчас в последнее время, да, в последние годы вот это мнение, но вот, то есть это еще имело тенденции и более глубокие. Вот это переосмысление трагических дат. Вы понимаете,
ведь депортация, она для крымских татар это коллективная травма. Да, Вот что очень такое серьезно. травма? То есть вот мы можем себе представить травму там на индивидуальном уровне, мы понимаем, как тяжело человеку, да? Дальше жить, находить мотивацию, выстраивать отношения. Вот представьте в масштабе народа травму. Да, это вот еще тяжелее, потому что тут ты один, а тут вот таких вот очень много, которые переживают те же самые настроения. То есть коллективная травма это всегда гораздо более тяжелая вещь. И я думаю, что вот этот момент, или запрос на переосмысление как бы роли, да, или апелляции к там, депортации, это вот то, что чувствуют сейчас очень многие, там, в первую очередь, молодые люди, которые хотят вот от каких-то, может быть, некрасиво скажу, пут освободиться, чтобы двигаться вперед. То есть это вот травма, которая тянет назад. То есть она тебя постоянно будоражит и заставляет переживать вот все эти чувства, эмоции. И это мешает развивать отношения вот в том социуме, в котором мы живем. Потому что депортация – это четкий маркер. Он так четко делит нас и всех остальных. И поэтому, вот, мне кажется, есть запросы молодежи вот, переосмыслить, чтобы наконец-таки делать какой-то рывок вперед. Потому что они чувствуют, что концентрация вокруг этой даты, да, она важна, как бы это часть, да, но она вот не дает им на полную мощь развернуться, наверное, и делать то, что они могли бы делать, если бы вот перешли. Да? То есть травму надо пережить. Как говорят психологи, ее надо проговорить. Ее надо как бы... Да, то есть так как этого не произошло, то травма, она вот все еще с нами существует. И вот эта вот потребность молодых людей наконец-таки сделать этот шаг, да, чтобы вот выдохнуть и пойти вперед. Пока этого не получается, но запрос в обществе есть. Да. Я вижу очень интересные вопросы в чате, вот мы перейдем к ним во второй части нашей программы. Еще одна интереснейшая глава в книге была связана с национальной идеей. И вот как вот, знаете, там кто-то говорил, что национальная идея – это дорт базнакуртарачах, да? Я видела такие, что нужно добиться признания статуса коренного народа на всех возможных уровнях. Но в целом никто не сформулировал, что сейчас является национальной идеей. То есть мы сейчас в кризисе национальной идеи. У нас была идея, да, такая супер идея вернуться в Крым, вернулись. А что дальше? Ну, да, на самом деле вы абсолютно правы. То есть эта идея была, она свою функцию выполнила, да. Крымские татары вернулись. А вот в 90-е, 2000-е годы, то есть была иная идея предложена, это идея государственности. Да? Да. И если мы посмотрим на то, к чему там стремились крымские татары, о чем говорили в качестве некого такого идеала или цели, это была государственность там, в форме автономии, да, в составе украинского государства. После 2014 года получается, что крушение как бы этой идеи, да, некое понимание того, что это вообще нереализуемо. Тогда что дальше? Что делать дальше? То есть что взять на вооружение, к чему стремиться, как двигаться вперед. И вот тут поэтому появился некий такой вакуум. Никто не может сформулировать такую идею, которая бы работала для большинства, если не для всех. Есть какие-то частные идеи того, что можно делать. Там предлагают аспект на культуре делать, да? Делать на сохранение идентичности и так далее. Но это все работает там, в большей степени для каких-то отдельных групп, слоев. Да? То есть не работает в масштабе народа как такового. А народ ждет, то есть они вот смотрят, ждут, не понимают. То есть элиты должны сформулировать, да? Ну, как правило, национальная идея формируется элитой, потом она транслируется вниз, и если получается как бы, то есть она правильно сформулирована, то есть она отвечает чаяниям народа, то есть получается это обратная связь, и тогда все срастается. Да? То есть в нашем случае получается, что вот здесь некий вакуум, да? То есть то, что сверху туда вот вниз крапает, оно пока не прорастает, да? И получается вот некое такое пока пространство пустое смысл. Низы хотят, верхи пока не могут. Пока не получается. Приблизительно. Ну, примерно, да. То есть, как бы, налицо у нас на сегодняшний день кризис национальной идеи, если говорить так вот, сформулировать. Ну, да, можно так сказать. Который мы сейчас проходим. Еще одна болевая точка, которую отмечали все респонденты, это разобщенность. Да, это вообще там очень много было аспектов этой разобщенности. Люди говорили о религиозной разобщенности, идеологической, даже бытовой. И вот мы очень часто любим говорить и использовать слово «берлик». Бізге берлик керек, да? Но где же этот берлик вот, в реальности? Почему, если мы признаем его необходимость, сегодня у нас по всем фронтам идет разобщенность? Я понимаю, что это как бы у нас хороший вопрос. Очень получилась глубинная дискуссия, глубоко копаем. Вот, но вот, тем не менее, вот интересно ваше мнение по этому поводу. Кайда берлик?
Ну, разобщенность, наверное, действительно для нас, большая часть наших респондентов говорила о том, что действительно вот нам нужен Берлек, потому что, видимо, вот этот коллективный опыт, коллективная система выживания, все-таки мы выживали в рамках нашей картины мира, наших возможностей, нашей семьи. И вот это ощущение семейственности, оно очень важно для нас, для нашего существования как народа. Поэтому нам нужно это ощущение плеча, ощущение дружбы и так далее. То есть это такой вот некий, я сейчас скажу миф, но миф имеется в виду в контексте современной, конструктивистской интерпретации мифа, как представление о чем-либо, как конструкт, идеологический конструкт. То есть нам этот идеологический конструкт очень важен, чтобы у нас было четкое ощущение «мы» идентичности. Мы как коллектив, мы, потому что мы так живем, потому что мы друг друга, мы не индивидуалисты. Но теперь, опять-таки, возвращаясь к переосмыслению понятия «берлик», что мы имеем в виду? Для нас единство – это в каком контексте сейчас? То есть в прежней интерпретации периода послевоенного, последепортационного этот берлик не работает. Мы можем вспомнить, а помните 90-е, как мы все вместе строились, как мы помогали друг другу? Почему это сейчас не работает? Может, условия не те, может, мы изменились, может, у нас ценности изменились. Поэтому здесь, опять-таки, само понятие берлик, мы не знаем, что мы вкладываем в это слово. Как будто, ну это же понятно, ну берлик, это же не за ручку подержаться. Вот. То есть понятие берлик, наверное, сейчас то наполнение этого понятия, которое было хотя бы в 90-х годах, сейчас оно не такое. Мы не в тех условиях возможно. Оно невозможно сегодня, да? Оно невозможно. Оно невозможно, наверное. Хотя это такие ожидаемо, это нам кажется, ну это нас спасет. Что вот опять-таки само содержание понятия не совсем для нас понятно, наверное. Вот еще такая была линия разобщенности по границе, да, по границе с Чонгаром. То есть респонденты отмечали, что вот со временем, так если говорить метафорически, люди забывают вкус кофе в Бахчисарае, да, и не имея возможности быть здесь рядом. Да. И вот насколько, по вашему мнению, вот этот раскол сегодня, он уже, люди уже начали его формулировать, то есть это, собственно, тоже, причем я обратила внимание, он как бы очень разными группами был озвучен. То есть вот насколько этот раскол начал происходить, да, по территориальному, да, по границе Чонгара, между теми, кто уехал, между теми, кто остался, насколько вот он может быть глубок, этот раскол, по вашему мнению? Ну, это абсолютно естественный процесс, когда нет возможности быть в той среде, в которой ты себя комфортно и в такой естественной среде находишься, то очевидно, что ты теряешь такую эмоциональную, да, смысловую связь с обществом, вот такие вот общинные так называемые связи, они теряются. Да? Поэтому мы еще в 2017 году, в общем-то, заметили эту тенденцию, когда говорили об этнических институтах. Да? И поэтому здесь... Насколько сильно, будет ли увеличиваться? Будет увеличиваться. Почему? Потому что время идет, и оно, к сожалению, играет не в нашу пользу, что называется. Да? И если учитывать, кого уносит за линию Чонгара, да, кого выносит. Пассионариев уносит, да. То вот это, наверное, будет таким вызовом для крымских татар, да, который нужно будет пережить, переработать и найти вот способ коммуникации. Почему? Потому что, во-первых, это часть элиты. Да. Часть политической элиты, которая формулирует, собственно говоря, в какой-то части политические представления крымских татар. Вот. А если мы говорим еще дальше копаем, да, то есть эти институции, они, собственно говоря, формируют нашу политическую культуру. Да. Вот. А многие наши респонденты, кстати, говорили, что вот в этих институциях, собственно говоря, это есть часть нашей традиции, да, это часть нашей политической традиции. Поэтому и, собственно говоря, актуальность этой географической разобщенности, она и вот возрастает в разы. Вот. Что будет дальше? Но либо мы найдем некий способ, удовлетворяющий все стороны коммуникации, договоримся, да, где-то посередине, вот. либо действительно будет такая ментальная связь, будет дисконнект такой произойдет. Угу. А вот насколько вообще, вот мы начали говорить о будущем, да, насколько вот в исследовании есть такие ожидания пессимистов, есть ожидания оптимистов. Насколько, по моим ощущениям, в целом были такие довольно тревожные ожидания от будущего вот у всех респондентов.
У вас какое впечатление? Мы спрашивали, каким вы видите будущее крымских татар. То есть они не говорили, что мы пессимисты, оптимисты, это мы их сами потом попробовали как-то классифицировать для удобства анализа. То есть, там разные люди, так как мы действительно, я уже говорила, мы пытались охватить там в исследовании разных людей, которые там, есть те, которые довольны нынешней ситуацией, своим положением, есть те, кто недоволен, и отсюда как бы некие перспективы, да. То есть были люди, которые очень оптимистично смотрят, которые верят в то, что сейчас в Крыму есть все условия для развития крымстарского народа, его культуры, языка, религии и так далее. Действительно, многие из них искренне в это верят, то есть они говорили об этом, да, мы чувствовали, что это было искренне. То есть есть люди, их значительно много, да, было в нашем исследовании, которые достаточно пессимистично смотрят, то есть которые не видят перспектив, которые вот именно с точки зрения крымско-татарской, то есть не для Крыма как территории, а для народа как такового, то есть именно в плане его реализации его коллективных политических прав, да, сохранения идентичности, влияние на процессы, которые происходят в Крыму. То есть вот таких людей было достаточно много, и они обосновывали это разными вещами, как политическими, то есть, собственно, отношения крымских татар с властью, обосновывали это какими-то внутренними процессами, которые внутри народа происходят, опять-таки та же разобщенность, та же отсутствие национальной идеи и так далее. То есть, в целом, конечно, я не знаю, да, пессимизм он доминировал, вот когда люди говорили о перспективах народа, да, в ближайшем мы ставили перспективе там 5 лет, да. Но опять-таки, то есть это было по-разному у всех. У кого-то это был вообще полный пессимизм, то есть все, ребят, все пропало. У кого-то это был такой осторожный пессимизм, да. А у кого-то были очень радужные настроения. То есть позитивные сценарии у людей тоже какие-то присутствовали, да. И еще один интересный аспект хочу обсудить, и потом мы перейдем, наверное, к вопросам. Тут уже очень интересно идет дискуссия, уже люди сами с собой дискутируют, это, конечно, тоже уникальное явление. Вот межэтническое доверие в Крыму. И вот в 90-х мы имели дело с проявлениями такой острой неприязни по национальному, да, признаку. И, конечно, все это было понятно, почему место населения было подогрето советской пропагандой. Собственно, все эти мифы, они очень живучи. И, как оказалось, даже спустя десятилетия, да, способны вдруг воспроизводиться уже в мышлении, в поведении следующих поколений. Но вот теперь, судя по ответам, опять-таки, респондентов, мы опять находимся на новом каком-то витке межэтнического недоверия в Крыму. Вот. Мы, в принципе, немного коснулись этой темы, да, когда говорили про nothing personal. Да. Вот. Но здесь тоже тенденция к рационализации, да, вот, своих ощущений по отношению к людям, которые живут рядом с вами. Здесь я скажу однозначно, что это связано с таким вот межличностным доверием, да, и здесь, как мы уже говорили, радиус доверия у крымских татар, он слишком такой вот маленький, да, то есть нам комфортно в семье. Нам комфортно в близком кругу друзей, да, которых не так много, возможно, да, которым мы можем довериться и быть в какой-то вот в зоне безопасности, да, в зоне комфорта. Вот, поэтому в 2017 году вот тот самый болта за дверью, да, это было актуально практически для всех комментариев, да, и это было характерно для всех, в общем-то, возрастных групп, да, и это было характерно для лояльных и для нелояльных, вот, что самое интересное, да. Вот. В 2019 году ситуация меняется, почему? Потому что, такой накал, скажем так, эмоциональный накал, он спал. Это, во-первых. Во-вторых, была очень интересная тенденция, такой комментарий или наблюдение, скажем так, да, респондентов о том, что неким таким фоном, скажем так, который снизил вот этот категоризм в отношениях, категоричность в отношениях, стали новые крымчане, да, те, кто приехал с российского материка сюда. То есть региональная идентичность, да, вот не все наши респонденты любят слово крымчане, да, но тем не менее применяют его, дабы охарактеризовать людей, которые здесь прожили больше, чем 20 лет. Да. Вот крымчане выработали некий свой алгоритм жизни, совместной вот такой жизни. Да.
И те нарративы, которые понятны для крымчан, абсолютно не воспринимаемы, или новые крымчане вне этих нарративов, вне этого дискурса абсолютно. И вот этот фон, оно, конечно, вот отличает, да, то есть люди находят больше точек соприкосновения, да, между собой, нежели с теми другими крымчанами, которые внезапно появились здесь на полуострове. То есть крымчане могут объединиться, чтобы спасать Меганом, крымчане могут объединиться, чтобы спасать парк в Ялте, и для них это понятные вещи. Для россиян, которые приезжают с материка, ну, это нормальное поведение власти по отношению к людям, да. То есть здесь вот такой вот региональный фактор, он, конечно, берет свою роль. Ну и, естественно, вот все то, о чем мы говорили выше, про такой набор политико-идеологических критериев, по которым мы определяем, где свой, где чужой, где возможна коммуникация, где возможно доверительные отношения, а где нет. И еще мы стали прагматичнее. Вот То есть у нас розовые очки разбились, хотите сказать? Не столько разбились, сколько мы начали понимать, что польза очень ценная вещь. Вот, и мы стараемся извлекать пользу, да я даже не материальную имею в виду, совсем даже не материальную, а некую такую социокультурную, может, психоэмоциональную пользу. Вот. И вот такой вот прагматизм, адаптивность, оптимализация, наверное, даже правильное слово, оптимизация наших отношений и нахождение своей ниши, вот это вот, наверное, одна из характеристик современного такого дискурса. Ну, давайте перейдем к вопросам. Первый вопрос, где можно приобрести книгу, если она в электронном формате? То есть мы сегодня обсуждаем книгу, напомню еще раз, это «Крымские татары в условиях политической трансформации, в условиях трансформации политического пространства». Так, где? Она еще есть в наших магазинах, в Терджиман и в Хазине. В электронке мы ее пока мы не выкидываем в такое в бурное пространство, интернет-пространство. Ну, да, посмотрим. В перспективе, да. Момент осторожности, это следующий вопрос. О волне преследований за посты, репосты, публикации в интернет не слышали? То есть это, видимо, упоминали ли об этом ваши респонденты? Ой, об этом очень много говорилось. Как бы вот, в принципе, это и объясняет, почему, да, в 2019 году так сложно стало собирать респондентов в фокус-группы, почему они, даже собрав их, было очень трудно разговорить, потому что если в 2017 году еще не до конца было понятно, да, что происходит, то есть еще не до конца было, ну, вот видно, да, тот характер отношений, той политики, которая крымским татарам применяется, то в 2019 году, в принципе, правила игры стали более-менее понятны. Вот поэтому такая закрытость, и поэтому такая самоцензура, и поэтому, конечно, очень осторожные там высказывания респондентов. Вот очень, только если ты смог там установить с нашими респондентами какие-то доверительные отношения, вот так вот ты сел, и он тебе рассказывает, и вот как говорила Алимия Ханым, да, то есть он, причем у нас была очень интересная ситуация, когда мы ведь втроем проводили исследование, когда какой-то респондент, он мог, например, что-то рассказать мне, чего бы он никогда не рассказал там Алимия Ханым или Нурихан, и наоборот, да, то есть вот тут был очень важен момент каких-то личных доверительных отношений, чтобы человек раскрылся и наконец поговорил. Это вот к вопросу об осторожности, то есть люди стали очень осторожными. Да. Прошу прощения, еще вот момент «тебе скажу». Только ты никому не говори. Вот это было очень «тебе скажу». Вот, и многие наши респонденты произнесли эту фразу, под конец, по-моему, лично у меня уже вызывало улыбку, но «тебе скажу». То есть это удавалось расположить респондентов к искренности за счет личных каких-то качеств, да? Ну, как правило, была какая-то, да, то есть были какие-то отношения в прошлом, были, то есть, да, то есть и был момент, наверное, ну вот какого-то доверия. Да. То есть он... Вопрос к Эльмире Ханум. Вы в интервью в программе «Смысл жизни» произнесли интересную фразу. Национальную идентичность можно сохранить и без национального языка, что идет вразрез с словами Исмаила Гаспринского. Как много крымско-татарской интеллигенции придерживаются этой теории? Я знала, что мне за эту фразу прилетит, и уже, в принципе, много прилетало. Я хочу еще раз вот повторить, да, что, во-первых, то есть речь шла о том, что у нас появились такие люди в рамках в кругу нашей интеллигенции, которые позволяют себе делать очень робкое допущение, что язык может не сохраниться. То есть это не
речь абсолютно не шла о том, что я там, говорю о том, что язык не важен, или давайте от него откажемся. То есть вообще не было моей интенции. Я думаю, если вот внимательно посмотреть, а и даже вот Алия Механова мне говорила, что то есть ты очень осторожно подбирал слова, потому что я понимаю, насколько это вот чувствительный вопрос, да, насколько вот он болезненный для очень многих, и поэтому то есть речь не идет о том, что да, Исмаил Гаспринский абсолютно прав, и действительно язык — это то, что будет нас формировать, сдерживать. Я сегодня об этом тоже говорила. Это важнейший маркер нашей идентичности. И если, то есть я лично полагаю, что мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы его сохранить. Да? Но вот разные бывают сценарии, мы как политологи просто немножко смотрим вперед. А вдруг? Да, что тогда? Вот тут план просто А, план Б. Да, то есть речь шла только об этом, не о том, что там не нужен, не важен. популяризировать это. Абсолютно нет. Наблюдаете ли вы подкрадывающуюся угрозу в виде эмиграции из Крыма крымско-татарского населения, особенно молодежи? Вот это вопрос Карамдаяша, да? Ну, это вот Ленора Ханум употребила такой образ забивания колышков, да. Вот мне кажется, такое немного поколенческое, скорее всего, представление, потому что мы все-таки представители одного поколения, для нас вот эти вот колышки, ощущение дома, местного такого прорастания очень важно. Но молодежь, так как мы все работаем с молодежью, они не так привязаны к месту. Для них нет таких вот глубинных, наверное, глубинного прорастания в землю. Поэтому для них важно образование. Важно не просто образование само по себе как документ, а важно качественное образование, статус образования, содержание образования, возможности, которые это образование дает. Поэтому, мне кажется, молодежь в современном контексте мыслит вне географического контекста. Вот. И больше, наверное, правильнее употребить, корректнее употребить образ, если мы говорим о молодежи, такого серфингиста, который ловит волну и старается быть на волне всегда, используя все возможности, то, которое дает среда. Поэтому здесь, опять-таки, Карамдаяша, да, безусловно, Крым очень ценен. Крым, ну, я не знаю, вот выставка, которая была за Ремой Яловой, Крым по венам. Вот да. Это очень правильный образ. Действительно, Крым у нас течет по венам. Мы очень, я всегда говорю, я не отказ, это для меня образы Крыма, они очень символичны. Они действительно, я не знаю, на каком глубинном уровне в нашем сознании находятся. И мы ни в коем случае, я очень жестко говорю, Карамдаяша, и понимаю, что мы только здесь возможны. Но, с другой стороны, молодежь, у которой другие контексты, другие смыслы, другая повестка дня. И это надо понимать, принимать, но создавать условия, чтобы это было все-таки в Крыму. Если попытаться разложить идентичность среднестатистического крымского татарина на составляющие, то какая из них сегодня преобладает, национальная или религиозная? Какие тенденции в изменении наблюдаются? Тоже интересный вопрос. Мне кажется, я давно говорила о том, что для крымских татар, собственно говоря, этническая и конфессиональная идентичность — это через слэш. Да? То есть для нас наш крымско-татарский код, он невозможен без вот, ислама, да, мусульманства как такового, и невозможен вот, без всего того, что вот, делает нас крымскими татарами: язык, культура, территория и так далее. То есть для некоторых в структуре, да, идентичности есть вариант того, что религия стоит на первом месте. Но это ну, скажем так, это вопрос убеждений и того ценностного набора, который есть в человеке. Но в целом мы говорим о том, что крымские татары не мыслят себя вне какой-то вот идентичности религиозной, конфессиональной. А какие-то изменения наблюдаются сегодня? Вот перекос в одну сторону или в другую? Ну, мы можем сослаться, например, на результаты социологических исследований, которые российские социологи проводят. То есть у нас, согласно им, то есть Крым вообще и крымские татары очень отличаются от других российских регионов в том, что у нас на первом месте находится этническая принадлежность, идентичность, слэш, конечно, конфессиональная, потому что это вещи вкупе. То есть а потом уже идет региональная, потом уже идет гражданская и так далее, так как и в других регионах, то есть немножко ситуация другая. То есть у нас нет данных о том, вот внутри этнической, конфессиональной, как мы могли бы разделить, потому что это нужны исследования. Таких исследований никто не проводил. То есть последнее, что там можно привести, это исследование 2009 года, когда то есть на вопрос о том, что для вас, например, ислам, примерно там 80% говорили, что это часть культуры. То
есть ислам через призму вот, историко-культурной традиции народа. Для примерно 20% ислам был ценен сам по себе, то есть в отрыве от культуры. То есть вот примерно как бы вот можно говорить об этом. Но и то это вот с такой большой очень натяжкой, я бы сказала. Как вы считаете, есть ли сегодня в народе запрос на функционирование общественно-политических институтов? Оцените потенциал Курултая в этой части. Вот вопрос институтов, да, такой сам по себе очень глобальный, наверное, по нему можно вообще отдельную дискуссию устраивать. Вот ведь сегодня наверняка эти институты тоже переживают кризис доверия в связи с ситуацией. Ну, правда, в нашей книге мы, собственно говоря, разбираем эту историю с этническими институтами. Да? Есть две хорошие новости. Да? То есть должны быть и плохие, да? Есть две хорошие новости. Они начинаются с того, что независимо от того, к какой группе, ну, скажем так, относятся крымские татары, лояльные или не лояльные, все однозначно говорят, что наличие наших политических, этнических институтов – это часть традиции, это часть нашей культуры, и именно там формируется некая такая политическая повестка дня. Более того, даже в 2019 году респонденты, которые так или иначе ассоциированы с властью, говорят о том, что, простите, но нам нужны светские институции здесь, в Крыму. Да, то есть люди говорят скажем так, чувствуют нехватку такого вот светско-социально-политического дискурса. Да, то есть и в этом есть, собственно говоря, отражение вот той самой традиции, да, политической традиции обсуждения каких-то вот в таком формате, в институциональном. Поэтому, но в то же время одновременно мы можем говорить о том, что, например, молодежь, она достаточно, рационально относится к этим вопросам. Возникают, скажем так, вопросики относительно эффективности, да, и менеджмента этих этнических институций. Да, и поэтому однозначно запрос у крымских татар на институты есть. Да, однозначно говорят о том, что да, помимо религиозных институций должны быть и светские, да, которые предложат свою повестку дня и вот свой некий такой набор и инструментарий. То есть потребность в... Слушайте, давайте будем говорить откровенно, да, крымские татары, в конце-то концов, крымские татары, они более политические, скажем, да, такая политическая нация, да, то есть и здесь не нужно никаких таких сентиментов испытывать, да, то есть мы привыкли, реализовываться через некие политические, да, такие требования, тезисы и так далее. Ну, а если уж смотреть в такой исторической ретроспективе, извините, но за каждой трагедией у нас был некий такой пассионарный всплеск, да, 1783, и у нас фигура Исмаила Гаспринского и весь тот шлейф, который вот за ним тянется. Да. 17-й год 20 века, и у нас Крымская Народная Республика, и Номан Челебиджихан, да, и национальная элита, как минимум. Да. Но уже дальше, то есть очевидная, да, депортация и национальное движение, которое, нет аналогов, по большому счету, да, где... Такой инструментарий, да, дала для вот детализации, собственно говоря, и вообще понимания себя, осознания себя и сохранения, как минимум, да, как этноса, да, как политической единицы. Поэтому именно в рамках этих этнических институций и строится, собственно говоря, крымско-татарская нация. Да. Так, еще один вопрос по поводу успеха крымско-татарской мечты. Если показателем личностного успеха был материальный, а сейчас реализовывать материальные потребности можно бесконечно, когда и каким образом мы перейдем к потребностям более высокого порядка? То есть вот эта пирамида Маслоу, когда у нас уже выстроится таким образом, что мы закрыли материальные вопросы, да, и теперь хотим проблемы высокого порядка решать. Это хороший вопрос на самом деле. Это вопрос к ценностям, да, и вот, то есть наша работа, она вообще опиралась на теоретические как бы вот наработки двух известных исследователей, это Инглхар и Вензель, которые как раз-таки вот и говорили о том, что покуда есть вот эти вот моменты, связанные с угрозой безопасности, в том числе материальной, то есть нестабильность и так далее, человек не может, условно говоря, думать о чем-то высоком, если там он голоден, либо он знает, что завтра он потеряет работу и так далее. То есть это важная часть того, что ты должен иметь определенную вот экономическую, материальную стабильность, и потом ты можешь уже думать о духовном, о каких-то вещах высокого порядка. Но мы видим сегодня, что в принципе материальное положение крымских татар, да,
оно в принципе-то нормально, и мы видим действительно, то есть, ну, кучу таких символов, по которым можно судить и дома, и машины, и бизнесы, то есть действительно сегодня крымские татары достаточно, мне кажется, ну, уже устойчиво стоят на ногах. Значительная часть, не все, конечно, до сих пор. То есть и отсюда у нас появились и меценатские проекты, и отсюда у нас появляются культурные проекты, различные образовательные проекты. То есть мне кажется, что мы уже, если следовать этой градации, то есть мы уже поднялись над этим материальным, мы уже идем вот выше по этой пирамиде Маслоу, туда наверх. Почему возникают вопросы, проблемы, связанные с саморазвитием? Да? Возвращаясь к вопросу о том, почему молодежь уезжает и так далее. Да? Потому что вопрос же не стоит для очень многих из них, как помочь семье прокормиться, да? Как помочь семье там тот же дом построить и так далее. То есть эти проблемы решены. У семьи сейчас проблемы, вот у очень многих семей другого порядка, как дать ребенку хорошее образование, как создать ему условия для саморазвития, чтобы он стал личностью, чтобы он стал профессионалом, чтобы он мир посмотрел и так далее. Я подтверждаю, вот, да, потому вот, что есть... в семье, вот, ну, у меня в семье подросток, соответственно, в среде наших друзей, где есть дети такого же возраста, да, еще даже не заканчивающиеся школу, но люди уже сегодня об этом задумываются, да. Причем это люди разного достатка, да. То есть сейчас уже мы поднялись вот над этим базовым, что ли, пластом материального благополучия. Я бы здесь, может быть, немножко добавила, что крымских татар, ну, опять же, мы же о себе говорим, да, себя ж не похвалишь, никто ж не похвалит, да. У крымских татар есть такая особенность, да, вот мы говорили об этом, амбивалентность такая, да. Мы способны одновременно закрывать вопросы, ну, такого выживания, да, то есть материального плана, и одновременно, ну, скажем так, строить некий задел на завтра, да, то есть для саморазвития, потому что у нас вот очень... Если не гармонично, то, по крайней мере, вот аккуратненько так сосуществует и выживание, и саморазвитие. Интересный вопрос, смотрите, но он будет один из завершающих у нас сегодня. Выполнено социологическое исследование, довольно глубокое, в высокой степени корректное. Есть ли понимание сферы применения результатов исследования? Насколько позитивными или негативными могут быть последствия? То есть вот такой кто-то задумался, да, не будет ли это использовано против нас, я так понимаю, да? Ну, я не думаю, что мы закрытая такая вот общность, да, или общество, которое еще не изучено теми, кто хотел бы изучить, да, и, собственно говоря, формат нашей жизни и стиль нашей, да, вот нашего такого социального поведения, он просто, но он открытый, да, то есть мы не закрываемся в себе, да, мы можем говорить об отдельных закрытых группах, но внутри этноса, но очевидно, что вот в целом крымские татары это открытое общество, поэтому я не вижу, чтобы вот были такие угрозы или что мы раскрыли те тайны, которые, да, не были известны, да, кому-то другому. Скорее здесь специфика в том, что вот то самое доверие, которое вот с которым мы заручились от респондентов, наверное, ну, скажем так, больше приоткрыло вот понимание крымских татар. Что дальше? Но мы это задумывали как площадку для вот дискуссий, для выработки той самой визии крымско-татарского будущего, что делать при вот таких вот, при такой ситуации, при таких условиях. Поэтому, наверное, наш расчет был именно на это. Абсолютно. Мы делали это исследование для себя. То есть мы не делали для каких-то там сторонних дядей и тетей, мы делали для себя, чтобы понять, что с нами происходит, чтобы люди, которым не безразлична наша судьба, наше будущее, могли вот на это опереться, да, увидеть там какие-то смыслы, выводы, тенденции, чтобы начать что-то делать в культурной сфере, идентичностной сфере, может быть, в каких-то иных сферах, но вот для того, чтобы это некий такой самоанализ. Потому что он нужен, потому что у нас вот нет этих площадок, я уже, наверное, у меня оскомина будет скоро на языке, потому что у нас очень мало мест, где мы можем вот такие вещи проговаривать, чтобы это было доступно многим. Да? У нас каждый там в своем каком-то соку, те с этими не разговаривают, те с этими не коммуницируют, и получается у нас вот такие какие-то очень автономные очаги. То есть задача этой книги была вот проникнуть, простите, да, вот в эти разные очаги и вот попробовать суммировать это все в каком-то вот одном месте, чтобы, прочитав, была такая более или менее целостная картина того, в каком положении мы находимся сегодня. То есть книга для тех, кому не все равно. То есть это мы, кому не все равно. Несмотря на маленький тираж, 350 экземпляров, вот, кстати, поступило предложение, что можно и продавать электронную версию. Вот, я не знаю, насколько это технически реализуемо. Вот. Я считаю, что это исследование должен прочитать каждый, кто считает себя, причисляет себя к элите крымско-татарского народа, но просто must read.
Вот, всячески рекомендую. И уже подходя к завершению, я бы хотела предоставить каждой из вас слово, вот, что бы вы хотели сказать, как резюмирующее, да, сегодняшней нашей беседы. Ну, в принципе, мое последнее высказывание, оно было таким резюмирующим, то есть давайте что-то уже делать. Да, давайте вот перестанем, может быть, вот сетовать на судьбу, да, может быть, она развивается не так, как нам хотелось бы, то есть давайте исходить из тех условий, которые у нас есть, и давайте все-таки двигаться вперед. Видите, я уже рукава засучила. Да, да. Вся в работе. Алиме Ханум. Ну, я немножко, честно говоря, задумалась об этом вопросе, потому что действительно эта книга «Мы о себе», это наш автопортрет. Да. То есть если мы посмотрим на автопортреты известных людей, ведь они очень специфические. Вот поэтому это наш автопортрет, это наш протокол лечения, это то, что мы видим вот в рамках этого Ох, как контекста. протокол лечения Да, сегодня. в рамках этого контекста. Я больше меряю в рамках ответственности. То есть мы ответственны вот за то, что, потому что это наше время, это мы в нем живем, мы его делаем, поэтому это наша ответственность, что мы дадим, какие зерна мы посадим сейчас, что вырастет из них. Вот. А то, что мы поколения совершенно разные, мы действительно разные. У нас очень жестко сейчас работают эти поколенческие ценности, наверное, поколенческие модели поведения. Поэтому я за то, чтобы мы действительно вот это такое мотивирующая наверное, работа. Резюмируя, я могу только сказать, что надеюсь, что эта книга будет тем самым инструментом, да, когда домыслы и предположения, наверное, будут сняты, и будет вот он фактически материал, что называется, для прописки, да, вот тех самых протоколов лечения, да, выписки этих формул, что называется. Вот. Но, в целом я за то, чтобы люди, наверное, ну, это как пример качественной работы, да, то есть будьте профессионалами и ответственно относитесь к тому, что вы делаете, да, то есть мы вот ставили себе именно такую задачу, то есть отбросить все какие-то распри, да, и сделать некий труд, который удовлетворит запросы всего крымско-татарского народа. Позволю себе еще процитировать один комментарий. Ана тілімізде мираклы муиму накаша дүлбер ақылы ве мираклы иштиракчилер, терен суалер ве мираклы жеваплар. Япқан ішіңіз, язған китабыңыз чоқ кереклі ве қиметлі. Чоқ сау болыңыз. Вот озвучиваю такое коллективная благодарность. Ну что, на сегодня я предлагаю завершиться с обсуждением. В принципе, я думаю, что старт положен. В дальнейшем эти дискуссии могут быть немножко в другом гендерном составе, правда, то уже возникают вопросы, не является ли это аналогом мужского проекта, мужского разговора I Love. Собственно, я считаю, что мы приглашаем к этой дискуссии всех, кто хочет по этой теме высказаться, имеет мнение, может его выразить компетентно и обоснованно. Собственно, Сау Насказлар, получила большое удовольствие от общения с вами. И в очередной раз я хочу напомнить, что сегодня мы обсуждали очень важное издание, очень важное исследование, которое вышло в этом году. «Крымские татары в условиях трансформации политического пространства». Есть в магазинах, маленький тираж. Читайте, думайте, пишите, задавайте вопросы, и будем встречаться на канале Джанго. Меня зовут Наджия Феми. Хайрлах Шамлар.